Машдуал, Сахам Сарнокаси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Сегодня 2 марта. Сегодня опять у меня небольшой заказ. Я уже все потихонечку начала делать. Хотела сразу же даже и снимать, но никак не могла установить свой телефон на штатив. Он у меня что-то, не знаю, барахлил. Но вот Ибрагим мне вроде бы сейчас наладил. Ибрагим бывает недоволен, когда я снимаю передней камерой. Но когда я не вижу себя, я уже не знаю, видно ли или нет. Так. Придется отключиться. Упала от микрофона. Так, и вчера, друзья, начала снимать, как я делаю заказы, все. Но все опять-таки переигралось, добавился еще один небольшой заказ. И заказчик, который заказывал на 3 часа дня, сказал, чтобы заказ был сделан к часу дня. Все это закрутилось, завертелось. И снимать, как я это делаю, я не успела. Значит, сегодня что на сегодняшний день? Позавтракали, помыла посуду. Как я говорю, хотела подключиться, но еще чуть-чуть осталось помыть посуду. У меня сегодня заказ: печеночный тортик, овощной тортик и жареная курочка. И что у меня еще? Все, печеночные блины я уже вчера еще с ночи испекла. Сейчас у меня жарится зажарочка. Я не знаю, как там видно или нет. Хотелось бы, знаете, как-то снимать, чтобы было видно, и что я делаю, и чтобы меня было видно, чтобы с вами общаться. Так, картошка с морковью уже сварилась, яйцо тоже я сварила, свекла пока еще варится. И сейчас поставлю в духовку курочку. Так, и, друзья, очень хорошо, когда... Сейчас, может быть, немножко опущу камеру, может, будет видно как-то. И меня, и то, что я делаю. Я даже боюсь к ней притронуться. Ну, все, вроде бы видно. Так. Сейчас, минутку. Мне нужна пергаментная бумага. Так. И здорово, когда все-таки есть подготовленные уже заначки, заморозки. Я еще с утра вытащила курочка, которую я мариновала. И вот теперь она немножко разморозилась, но не на совсем. Не вся. Как бы, да? Ну ничего, потихонечку в духовочке отойдет. Заказ мне нужно отправить к часу. Духовку я включила. Сейчас поставим эту в духовку. Тем временем я соберу печеночный тортик, овощной тортик. Так, также я вот себе вытащила. Буду варить борщ. Для борща написала, чтобы мне было потом в морозилке несложно искать. Но это, правда, не маринованные части курочки. Когда-то я сама себе покупала для себя. И знаете, что я хочу сделать? У меня... Ну, Каспер, что ты хочешь? Ну давай я тебе дам сердечки, пойдем. Тут как раз стоят куриные сердечки. Ну давай. И, короче говоря, друзья, хочу... Сегодня же среда, получается, да? У меня с пятницы уже будет все загружено. Пятница, суббота. Хотя на воскресенье был заказ. Знаете, как у меня был заказ? Был заказ, чтобы мне нужно было готовить в субботу на воскресенье на свадьбу и воскресенье для гостей. Но так получилось, что у них и гости едут именно в воскресенье. Ну, на понедельник нужно было делать воскресенье, короче, так вот. Но так получилось, что надо теперь делать оба заказа на субботу. Но мне, скорее всего, придется взять какую-то помощницу себе. Надо вот ищу сейчас. Танзила мне обещала кого-то найти. Сама я не справлюсь, потому что заказы большие, да. И, в принципе, так-то сделать я еще вам исправлюсь, по идее. Там салатов очень много, надо это все нашинковать, все это сварить. И в духовке очень много работы с духовками. Эта духовка еще одна. Ну и, наверное, электрическую посмотрю я. Мне прислали электрическую духовку на обзор, но я еще ее не сняла. Вот сегодня, наверное, сниму обзор, посмотрю, как там жарят.
Вот для себя курочек пожарю, одну курочку пожарю, посмотрю, если она будет жарить нормально. По крайней мере, запеканочки, наверное. Дело в том, что духовка-то, по идее, должна электрическая делать все это. Но наше электричество, не знаю, потянет или нет. Просто придется, наверное, я отключу все свои морозильники. За несколько часов там ничего не растает. Подключу, конечно, стабилизатор. Ну, посмотрим, это все, может быть, даже будет с вами. Но заказы свадебные, вот этот большой заказ, только готовый результат, наверное, я смогу снять, потому что это, ну, это просто нереально бывает, эта съемка. Поэтому перед этими заказами хочу себе сделать еду для семьи. Вот сварю борща, кастрюлю, пожарю курочек. Ну, наготовлю. Вот сегодня даже овощной тортик лишнее сварила, сделаю овощной тортик. Но сегодня сделать это все равно рано. Это же мне надо, чтобы пятница, суббота, воскресенье у меня были свободные. Можно было бы и завтра, но я боюсь, что будут заказы. Ну, как-то так вот, друзья, посмотрим. Сейчас у меня такой объем работы. Тут у меня стоит Тандила, привезла, когда ехала сюда, печенку куриную. Тут печеночка и куриные сердечки. Надо будет сейчас это все разобрать, помыть и в морозилку, потому что, ну, чтобы готовые было. Так, ну все, друзья, пока отключаюсь, домываю свою посуду после себя, чищу свою картошку, все это, и потом подключусь снова. Так, ну что, мои дорогие, я небольшую подготовку уже сделала, и подключусь к вам сейчас, уже подключилась, вернее. Так, овощи почистила. Яйцо почистила, так это пока будет мешать. Камеру перевернула. Так, это тоже пока подождет. Мне нужно почистить немножко чеснок. Для печеночного тортика. У нас что-то погода изменилась. Было вроде бы 28-го было очень тепло, ну, 1-го пасмурно, а сейчас на данный момент идет такой легкий снежок. Ну, конечно, весна сразу свои права не вступит по-любому. Будет еще холодно. А были когда-то времена, что мы в первых числах февраля сажали картошку. Раннюю картошку. Так, ну что, хватит этого чеснока. Это для печеночного тортика. Так, зажарочку сейчас. Значит, морковь с луком. Посолили, поперчили. Ну, где-то на один тортик, наверное, такая хорошая одна луковица и средняя морковочка. Так, теперь чесночок туда. Я вообще-то не очень люблю, чтобы было много чеснока, но некоторым чеснок нужен. Хотя именно пикантность придает чеснок печеночному тортику. Запах чеснока перепивается
И чтобы этого запаха было поменьше, так, я не одела микрофон. Представляете? Сейчас. Чтобы запаха было поменьше, я добавляю, как его, чесночок сразу и в тесто к печенке. Так, теперь надо будет мне в оптовый склад поехать купить, закупиться. Вообще надо закупиться, майонез закупить, потому что с заказом, который я говорила, видите, этот стоит 100 рублей. Туда мне нужно много майонеза. Все перемешаем. И заказы поступают уже на праздничные заказы. Уже 14 килограмм мант у меня заказано на Рамадан. Что? Не знаю, еще подумываю, буду ли я делать на праздник, еще не знаю. В прошлом году сказала, что не буду брать. Ну, посмотрим. Еще пока не буду загадывать ничего. Работать, конечно, не то, что работать хочется. И честно, конечно, и денежные вопросы, друзья. Но вот я не знаю, мне нравится этот процесс готовки. Но да, трудно одно, это однозначно. И знаете, там вчера в комментарии, хотя я для этого хочу снять отдельный ролик, но никак не получается. Сейчас принесу блины. Дело в том, что был комментарий, я не завидую вашей снохе. А я не собираюсь свою сноху запахивать именно в этот процесс, если честно. Даже если она у меня на данный момент была бы. Если у меня будут какие-то заказы, вот как сейчас, или даже чуть-чуть побольше, то по-любому мне нужно брать работника. А вот еще что хозяйство там у меня, что куры, скотина. И то же самое. И по хозяйству. И вы знаете, вот у меня когда-то было, что я сказала, что я даже готовить не буду, не буду давать. Сказали, что вы ей ничего не будете давать, типа она не будет у вас хозяйкой. И так не нравится, и так не нравится. Так, сейчас, минуточку, я поставила варить для борща косточки. Уже пенка поднимается. Сейчас пенку сниму, мои дорогие. Ну, говорить не перестану, просто вы не будете видеть, что я делаю. И вы знаете, действительно, это очень сложный и процесс, и все, но, как бы сказать, я даже не знаю, как это объяснить. Да, выходя замуж, конечно, она не будет ни рабыня, не идет замуж за моих сыновей, да и за других сыновей, чтобы там прислуживать или еще что-то. Но наш менталитет по-любому включает и то, что ей придется и готовить, и как бы встречать гостей, и убирать посуду. Но если даже, хорошо, возьмем так, если даже она вот, например, живет сама, она что, не должна готовить, она не должна убирать пыль? Кто будет делать за нее это? Вот она на данный момент, вот любая девочка, я же тоже вырастила 2 дочерей. Ну, когда ваши дочери дома, они что, ничего не делают? Они не помогают матери по дому? Вот мне очень интересно бывает, когда вот именно так стоит вопрос. Разве они дома своим матерям не помогают? Мои девочки мне помогали, но вы можете себе представить, что да, у меня было хозяйство, у меня были огороды, у меня было много чего. Но если я совру, мне не дадут соврать ни мои соседи, ни мои дочки. Мои дочки ничего не делали по огороду. И никогда не доили корову. Вы можете себе это представить до замужества? А теперь они замужем, они доят коров.
И первая, и вторая. А когда были дома, нет, я им не разрешала доить коров. Даже сейчас, после замужества, они мою корову не доят, потому что, ну, у меня корова такая, что она не подпускает, в принципе, никого. Если даже до часу в ночи меня не будет дома, одна хотя бы из дочек моих здесь, они ее просто не подоят, понимаете? И что мне теперь обижаться на это? Если бы на этом месте была сноха, что мне ее прям ругать? Я вообще не представляю этого. Я очень хочу, чтобы моя сноха была мне, ну, как дочерью, конечно, ни одна сноха не будет и ни одна мать не будет, но, по крайней мере, хотя бы такой, чтобы она меня понимала, чтобы я могла ей вот откровенно, как вам даже говорю, да, меня вот за мою правду, за мою откровенность некоторые не любят, некоторые, ну, не знаю. Я всегда говорю все в глаза. И как бы мне бы хотелось, чтобы моя сноха меня понимала. И я своим сыновьям, вот они еще же не женаты, еще в принципе даже не собираются. Когда я это говорила, тем более они не собирались, я им сказала, не просто так, и не из-за того, что вот просто. Я им сказала, я буду рада, если вы сразу же после свадьбы отделитесь и будете жить отдельно. Вот просто положив руку на сердце. Приезжайте, когда будете, приезжать, когда хотите, пожалуйста, и помогать. Конечно, я буду обижаться, если они не будут хоть когда-то, хоть неделю один раз не приедут там, или не помогут мне, или еще что-то. Ну и тогда, если я даже обижусь, да ради бога, лишь бы они жили сами. Лишь бы они друг с другом ладили и жили. И то я уже согласна, понимаете? Нет ничего такого от того, что из-за того, что там, например, у меня хозяйство или у кого-то хозяйство, это же не значит, что за них нельзя замуж кого-то отдавать. Или что я их прям вот буду своих снох тут действительно рабынями делать. Мне одна даже написала, вы что, свою внучку тоже готовите к такому? Во-первых, я свою внучку ни к чему не готовлю. У внучки есть свои родители, это их дело. Я не вмешиваюсь ни в воспитание внучки и внука, причем у меня уже 16-летний внук. Я, может быть, буду вмешиваться в воспитание внуков, и то, может быть, а то и в принципе нет. Воспитание, когда у моих мальчиков будут внуки. Но воспитывать другого типа детей я не собираюсь. Да, я им буду объяснять, я им буду что-то говорить, учить чему-то. Но полностью воспитывать, конечно, я их не буду. А готовлю к чему? Даже если я приготовила своих 2 дочек, что теперь, если мои дочки доят коров, там обслуживают, встречают гостей, ну, делают все, что им нужно делать по нашему менталитету, и что мне теперь идти и ругаться с родителями мужа ее или с мужем? Я вообще не понимаю этого вопроса. Да, нынешняя молодежь, конечно, хочет жить отдельно, они не хотят. Но это тоже другой вопрос, просто я сейчас не буду затрагивать эту тему, почему и как. И не из-за того, что там цивилизация или еще что-то там. У нас еще есть другие нюансы, почему и как. Во-первых, они растолковывают все неправильно. Но это тоже издержки родителей уже, по идее. Я не знаю. На нынешних девочек, если честно, где сядешь, там и слезешь. Так что не беспокойтесь, что какая бы сноха у меня ни была, рабыней она не станет. Это однозначно. Я не думаю, что я смогу каких-то девочек запахать, тем более, если они этого не захотят. Это однозначно. Ну, а если они изъявят желание помогать мне, пожалуйста. Я, конечно, не буду против, но все равно я буду давать ей и отдыхать, и знаю. И у меня была невеста хоть и 2 месяца. Я ей говорила, я уходила на работу, я ей говорила. На обед приготовила, обед покормила. Зайди к себе в комнату, ложись, отдыхай. До вечера же ничего ей не надо было делать. Потому что мальчики тогда все работали, никого не было дома. Я работала, мамы с нами не было, понимаете? У нас хозяйства тогда не было, вот когда у меня была эта невестка. Одна корова была. Эту корову доила я.
Причем, когда, да, буквально это было в конце ноября, когда она вышла замуж за моего сына. Ну, свадьба у нас была в ноябре. Ей ничего не надо было делать по хозяйству, но она этого не захотела. Я не знаю, что нынешней молодежи нужно. А так я действительно своим сыновьям хоть сказала: пожалуйста, женились. Я всю жизнь, если вот, по большому счету, я всю жизнь говорю это, даже не из-за своих сыновей, а вообще. Вот, по моему мнению, я бы хотя бы первые полгода, год молодоженам бы давала бы жить отдельно. А потом, если надо, пускай живут с родителями. Тем более вот, нашим, потому что, в принципе, сейчас еще, может быть, больше и женятся, уже знакомые, уже общаются, но те времена, в мои времена, друг друга же практически в большинстве случаев и не знали друг друга. Буквально, может быть, день-два, и то нет. Поэтому, чтобы они как-то даже муж с женой с собой притерлись, мне кажется, можно было бы им жить отдельно. Но у нас по-любому, если с родителями никого нет, по-любому нужно одному сыну жить с родителями. И это правильно. Я не считаю, что это рабство, я не считаю, что это неправильно. Как можно жить, зная, что с твоими родителями никого нет, которые могут накормить их и убрать за ними, и все. Зачем родители воспитывают своих детей, если они потом останутся одни? Надо было отдельно приготовить, наверное, и потом положить сюда. Ну ладно. Вот так вот. Не знают, короче говоря. Что ты? Мы про ваших будущих снов, вернее, жен говорим. Чего молчишь? Не хочешь поддержать тему? Говорят, если не завидует той снохе, которая у меня будет. Мне одна так и написала: я не завидую вашей снохе. Не знаю, завидовать этой снохе или нет. Но если моя сноха меня поймет, я ей сама бы завидовала. Что-то я... Химичит мой майонез. Ладно, не буду больше. Так, теперь надо зелень нарезать. Так, сейчас нарежу зелень. Да, и там, по-моему, еще написала, что вы не учли, что они хотят работать, что они хотят учиться. Ну, я продолжаю про снох. Пожалуйста, пускай учатся, пускай работают. Я даже за, если сноха будет работающая. Учтите от того, что я это делаю, это мой выбор, это моя работа. Я же говорю, моей дочке, Танзила это вышла рано замуж, а Мадина отучилась, и никто ее не заставлял ни готовить, ни убирать, ни стирать. Ну, конечно, она мне помогала, когда у нее было время. То же самое будет делать, я надеюсь, сноха. Ну, не будет, пускай, ради бога, живет сама себе. Мне это не надо. Лишь бы они жили действительно сами себе. Но любая нормально воспитанная кавказская девочка, я думаю, должна, по крайней мере, хотя бы помогать по дому. Хотя бы что-то делать. Но если не хочет, то пускай отделяются и живут. Я не против. Мне даже будет легче. А во всем
то, что сейчас происходит, виноваты, мне кажется, родители. Во многом. И поэтому разводов очень много. Ну, это все спорное, конечно. И каждый вопрос, каждый развод, и каждая сноха, и каждая свекровь, это индивидуально, это все по-разному. У каждого свое происходит, в каждом доме свои погремушки. И никто не поймет, что у кого происходит. Сейчас еще как-то после разводов девчонки могут выйти замуж за своего сверстника, ровесника, даже за неженатого. Поэтому как-то не цепляются за свои семьи. Могут в любое время вернуться домой и выйти замуж. Поэтому, а раньше у нас все-таки, да, уже все, разведенка, это был большой крест на ней. На ней только женился старик. И в этом плане просто сейчас легче. И поэтому тоже. Если чуть-чуть их что-то не устраивает, они бегут домой к своим мамочкам. Зависит. Так. В украшениях, конечно, я небольшой мастер. Так, ну все. Первый готов. Теперь соберем овощной тортик. Болгарского перчика не было и граната нет. Я просто положила острый перчик. Ну, не очень острый, так что ничего страшного. Так, теперь будем собирать, как я сказала, овощной. Ну что, сегодняшний заказ действительно в прямом эфире. Больше заказов сегодня не поступило, и потихонечку могу... Курочка тоже на полпути. Так, пока соберу один, а дома который соберу попозже. Укладываем картошку. Как быстро все время бежит, действительно. Скоро уже и месяц Рамадан, пост держать. У православных уже пост. Да, я никак не это самое. Первое время очень много говорила о своем правильном питании, да, но я еще, можно сказать, почти на правильном питании, но не так сильно придерживаюсь, как раньше. И вы знаете, нравится это или не нравится. Сегодня я читала комментарий, одна девчонка, ну не знаю, девчонка, женщина, кто по нику не определишь, кто, она говорит, что она тоже участвовала в этом марафоне, в котором была я, и за месяц похудела на 5 килограмм и очень довольна. Так что я тоже довольна, что это у нее получилось. Я уже, получается, больше месяца. По-моему, 2 месяца уже не на марафоне. Или месяц, или больше. Ну, двух еще, может, и нет. Но месяц точно. И весе я еще не прибавила. Если даже я, знаете, как делаю? Я ем практически все обычное, как обычно я ела, кроме хлеба. Белый хлеб, конечно, я не подключала.
с ноября месяца белый хлеб я не ела, кроме армянского лаваша. Вот тонкий лаваш, вот это вот я еще как-то ем. Ну, не просто ем его, а делаю такой ппшный штрудель с этим армянским лавашом. Потом сыром начиняю, тоже позволяю себе его утром есть. Ну, короче, ем я все умеренно. Не ем много, по крайней мере, стараюсь вообще не есть жареного. Не ем белый сахар. На варенье, правда, я иногда себе сейчас позволяю с чаем. Ну, тоже в день там 1-2 ложечки. Просто умеренность, я поняла, что любая умеренность в еде, это позволяет тебе сохранять то, что ты скинул. Вот пока держусь. Вот смотрю, если там прибавила килограмм, грамм, было, что один раз я килограмм прибавила, скинула сразу же, потому что села сразу на жесткую диету свою, ну как на жесткую, на свое правильное питание бывшее, на меню это. И сразу же скинула его снова. И сейчас вот смотрю, через день, через два взвешиваюсь по весам. Если там идет плюс, то урезаю то, что мне нельзя было, да. Пока держусь, не знаю, как будет дальше. Стараюсь пить воду. Вот самое главное — это пить воду. Не забывать пить воду, а все-таки забываешь. Это самое главное. Так, теперь посолить посолила, но я немножечко один ряд между рядами буду и перчить. Вот так вот. Так. Теперь сделаем сеточку из майонеза. Больше худеть я не собираюсь, да, мне многие говорят, не худей, больше не худей, нет, больше нет. Вот как я была, когда заканчивала марафон 68 800, я и на данный момент 69 килограмм. Так, я все-таки наверх положу следующим слоем морковь, свеклу. Так, хочу свеклу положить сначала. Так, снова посолить. Поперчить. Если хотите, можете намазывать ложкой. Но я вот когда вот так вот сеточкой, мне кажется, хватает. Так, теперь слой огурчика соленого. В этом году огурчики у меня прям действительно... Ну, у меня, в принципе, всегда огурчики вкусные, но в этом году они очень вкусные. Я в этом году в полторашках делала. И как-то Танзила, у них закончились уже огурцы. Мама говорит, пришли мне баночку, я ей 2 банки послала. Она смайлики поставила, прислала. Мама говорит, я аж 2 банки все сразу сама, говорит, съела в один день.
отожмем, чтобы сок все-таки не тек. У меня, когда я работала в кафе, была там мучным поваром, но почему-то салаты тоже надо было делать мне. И приходилось делать большой такой поднос овощного торта. Меня это очень раздражало, если честно, потому что и приходилось отвлекаться на лепешки печь и салаты делать. Но потом все-таки я уже не стала успевать, потому что заказов на мучные изделия было очень много. И салаты уже делала у нас другая женщина. Ролик, наверное, будет длинный. Но я его оставлю как есть. Так. Теперь морковочку. Я даже с майонезом салатики ем, но тоже в меру. Конечно, бы желательно делать для себя отдельный майонез, но хотела сказать, не лень, матушка, но не лень, а просто времени не бывает для себя готовить. Так, ну что, друзья, заказ готов. Курочка тоже уже все. Такси я вызвала. Салат сделала. Так, уже пора обеденный намаз делать. Все как раз к часу. Как раз доедет до часа. 20 минут первого сейчас. Так. Наверное, как положу туда. Так. Видно-то хоть я что делаю-то. Ой, мамочки. Так, наверное, да. Ну вот так вот с вами сегодня и заказ сделала, да? Не спеша, спокойно. И последние штрихи. Курочка прям очень
Красиво получилось. С красной корочкой. Маринад очень хороший, удачный. Ну все. Вот так вот, друзья. На этом я сегодняшний свой влог закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мяшта лучше. Вот так вот я с вами приготовила заказ сегодняшний. Можно сказать, онлайн. Ничего нигде, как видите, все стоит. И тестораскатка, и тестомес. Все у меня на столе. Девочки, вот такой вот небольшой заказ. Курочка жареная. Овощной тортик и печеночный тортик отправляются в Плиево.